Отец Олег, часто задают вопрос, почему в притче о блудном сыне вселюбящий Господь так поступил со своим старшим сыном. Вот здесь яркий пример, как поступил сын со своим отцом. То есть он ушел и погряз во всяком разврате, во всякой нечистоте. Вот. И уже когда голод там, в той стране, куда он пошел, наступил, он прибился к жителю той страны и пас свиней, и хотел насытиться их пищей, то есть рожками, как говорится там. А потом вспомнил, у отца-то моего все вдоволь, и слуги у него каждый день едят хлеб. Вернусь-ка к отцу моему, то есть Отец Небесный здесь подразумевается. И он не то что там извиниться, он ждал его каждый день. И когда он увидел своего сына оборванного, который пострадал, уже все деньги потратил, он и пошел к нему навстречу. И уже сын на шею к нему бросился. И пир был, то есть радость, только с Господом настоящая радость. Потому что когда мы о себе большого мнения, это гордыня, и тогда это же все с детства формируется, понимаете? Многие говорят, что ребеночка нужно воспитывать, когда он еще поперек лавки, а не вдоль лавки лежит. То есть тогда его можно воспитать, и наказание, оно тоже ребеночку не кажется правильным, он всегда сопротивляется, всегда ему не хочется этого наказания, и он считает себя всегда почти правым. На самом деле, что тут такого? Да, если я то-то сделаю, то-то сделаю. Вселюбящий Господь так поступил со своим старшим сыном. Это хороший был сын, примерный. Почему же Господь ничего ему не дал? Он наслаждался общением с Богом, но он именно по своей гордыне понял, что в принципе он здесь самый, что ни на есть, достойный. То есть вот гордыня на лицо, он достойный. А тот человек, который пал в грех, он недостойный. И он, да, роптал, но мы дальше же продолжение этой притчи не знаем, потому что Господь и второго сына-то тоже не оставит без внимания. Просто здесь яркий пример, чтобы у нас вот эти два образа, они были в уме, чтобы мы правильно поступили. То есть покаяние должно быть, и мы все подразумеваемся под тем сыном, который развратился, и мы развращаемся очень часто. Но также бывают люди, которые живут якобы в таком благостном состоянии, и они совершают все правильно, но в этом благостном состоянии, внутренний мир этого человека, он преисполнен гордыни. Вот. А из-за этой гордыни он уничижает своего родного брата по крови и даже своего отца, потому что он в укор ему ставит то, что он поступил так, как нелогично в его понимании. Видите, какая ситуация? Даже в этом благообразии существует грань такая прям, по которой мы идем и можем упасть. Вот. И вот здесь налицо, как он упал. Всю жизнь жил праведником, а тут раз и упал, в гордыню впал такую неимоверную. Она была такая скрытая, она все время у него была, но потом она раз и вылилась. И обвинила отца, обвинила этого падшего своего брата, обвинил всех вообще. Вот. То есть он вот самый праведный, самый лучший, он всегда только делает хорошее, доброе, а все остальные, они даже его пальцы не стоят. Потому что разные ситуации бывают, но чтить отца или мать – это заповедь Божия. Какие бы родители ни были. Бывает такое, что родители пьяницы, дебошири, хулиганы. Вот. И если ребенок совершенно отказывается от них, то тогда он нарушает заповедь. Он должен постараться вытащить из этого греховного состояния и своих родителей тоже. А родители, видя вот это намерение доброе своих детей, они будут благодарны, конечно же, и извиняться. Такое часто происходит. Прости меня, сыночка, прости меня, доченька, потому что я так нехорошо жил, я так много натворил зла, и тебе в частности, что хочу исправиться. Прости меня. Такое часто бывает. Поэтому вот в таких случаях это уже невозможно внедрить человеку, чтобы он прям сразу раз и переменился. Это действие всемогущего Бога, когда человек преображает
человек преображается именно с помощью Господа нашего Иисуса Христа, потому что Он говорил нам: без меня не можете делать ничего. И когда мы с кротостью, со смирением приходим к Господу, и тогда Господь дарует все, то, что человеку потребно в настоящее время, и как себя вести со своими детьми.